Экс-звезда узбекской эстрады проповедует ислам. Таджикистан. Очередные унижения женщин в хиджабе. Мирзиёев открестился от Золотого дворца. Men masalan to'g'ri odamman, men demokrat bo'ladigan bo'lsam, unda dunyo uchun yashashim kerak bo'ladi. Bu dunyo uchun. Джахонгир Отаджонов, известный узбекский эстрадный исполнитель, который не так давно оставил свою деятельность в шоу-бизнесе по причине несовместимости шоу-бизнеса с исламскими ценностями, высказался о демократии во время своего очередного стрима. В социальных сетях появился видеоролик с участием Отаджонова, где певец отвечает на вопрос некоего Асада Атабоева о демократии. Odam demokrat bo'la olmaydi, Asad Otaboyev, shuni esdan chiqarmang. Agar haqiqatda inson musulmon bo'lsa, demokrat bo'la olmaydi. Agar men musulmonman, demokratman deb labz qilsa, demokratiyaga javob berish kerak. Demokratiyaga javob berishlik degani bu dunyodagi hamma narsaga rozi bo'lishlik. Hattoki musulmonlik umuman qabul qilmaydigan holatlarga. Demokratiya bu ya'ni. Demokratiya agar haq huquqi 100% amalga oshirishga haqli bo'lib, har bitta dunyo fuqarosi hisoblanadigan bo'lsa, musulmon odam demokrat bo'la olmaydi. Men shunaqa tushunaman. O'zimizni musulmoncha mumkin emas narsalar mumkin emas, mumkin narsalar mumkin deydigan demokratiya degan bo'lsa, bu demokratiya bo'la olmaydi. Demokratiya deyapsiz. Demokratiya talabkor bo'lsangiz, siz qanaqasiga musulmon bo'lasiz? Aytingchi, qanaqasiga siz musulmon bo'lasiz? Turkiyadagi bo'ladi, unda mana Turkiyada demokratiya bor. To'g'rimi? Turkiyada Galuboylar ham bor mana masalan. Bemalol yurishadi ko'chada. Bu qanaqa bu masalan? Bizga to'g'ri keladi. Sizga kerakmi shu narsa farzandlaringiz orasida mana demokratiya. Asadbek, sizni o'g'lingiz bemalol gey bilan gaplashib o'tiradi choyxonada oshib. Ha, oshnangizlar deb. Mana demokratiya sizga. Men u narsani tarafdor emasman. Agar unaqa narsaga ruxsat berib demokratik davlat qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda men ilohim bo'lmaydi. Uni javobini bera olmaymiz Allohning oldida ertaga. Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях, причем многие пользователи не только узбекского, но и всего центральноазиатского сегмента социальных сетей поддержали Джахонгира и согласились с ним. Аллах учун шариатымызга. Напомним, что Отаджонов далеко не единственный деятель узбекского шоу-бизнеса, который оставил профессию по причине соблюдения ислама, причем некоторые из них теперь ведут проповеди, призывая народ к соблюдению ислама и исламским ценностям. Haliyam biz Allohga muhtojmizda. Haliyam Robbimiz. Пользователь Фейсбука таджикского сегмента под ником Иззат Абдулаев опубликовал 2 видеоролика, снятых в Таджикистане очевидцами событий. На одном из них запечатлен таджикский милиционер в форме возле какого-то здания, откуда он выгоняет женщину в хиджабе с ребенком. Также на кадре видно, что рядом с милиционером стоит мужчина в гражданской форме с телефоном в руке и наблюдает за происходящим. Второе видео также снято очевидцами, но уже в другом месте. Мужчина в гражданской форме пытается куда-то тащить женщину в хиджабе. Та, в свою очередь, сопротивляется. Оба инцидента вызвали бурю возмущений пользователей социальных сетей. Следует отметить, что такого рода незаконные облавы и задержания женщин в исламском одеянии в рамках борьбы с любым проявлением ислама и его ценностей периодически происходят в Таджикистане на протяжении последних 5 лет. По словам некоторых задержанных женщин, которые публиковали видеообращения после освобождения, задержанные мусульманки сталкиваются с угрозами, унижениями и оскорблениями. Некоторых ставят на учет, а некоторых штрафуют за якобы оказание сопротивления представителю власти при исполнении должностных обязанностей. Наблюдатели отмечают, что ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях не существует закона, запрещающего носить исламское одеяние. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал ситуацию вокруг публикации журналистского расследования радио Задлик о Золотом дворце, принадлежащем президенту. Мирзиёев заявил, что секретный горный курорт принадлежит государству и используется для развлечения высокопоставленных гостей. Bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Ага. Лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы Ага.
Там и дача есть. Ну, 2. Напомним, что в феврале текущего года журналисты опубликовали материал о тайной резиденции президента Узбекистана в Угам-Чаткальском биосферном резервате, примерно в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента. В своем первом публичном комментарии относительно расследования Мирзиёев сначала заявлял, что не имеет никакого отношения к собственности в районе реки Шоввоссой, и повторил ранее сделанное заявление железнодорожной компании «Узбекистон Тимир Юллари» о том, что курорт принадлежит железнодорожной компании на законных основаниях и построен для отдыха сотрудников Узбекистон Тимир Юллари. Примечательно, что еще в октябре 2018 года радио Задлик опубликовало видео, на котором были видны спешно украшенные фасады недостроенных многоэтажных домов и витрины магазинов на первых этажах этих многоэтажек на центральных улицах города Ахангаран в Ташкентской области, которые находятся рядом с той самой резиденцией президента. В Ахангаране тогда распространились слухи, что в городе побывают Шавкат Мирзиёев в сопровождении президента России Владимира Путина. Официально нам об этом никто никогда не скажет, но ходили слухи, что Мирзиёев приедет 18 октября, сообщил тогда радио Задлик местный чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности.